Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Успех территории региона во многом связан с их самобытностью. В чем и как эту самобытность представить и донести до потребителя, для этого служат региональные бренды. Но как их правильно построить, как защитить и как развивать рынок интеллектуальной собственности, эти и другие актуальные вопросы с предпринимателями Якутии в эти дни в Якутске обсуждает патентный поверенный Российской Федерации, директор Национального института интеллектуальной собственности и цифровой экономики, член Ассоциации «Сделано в Якутии» Екатерина Романова. Екатерина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы патентный поверенный. Что за специальность, когда она появилась и чем вы занимаетесь? Патентный поверенный – это эксперт по интеллектуальной собственности. Как раз мы помогаем предпринимателям, физическим лицам, заявителям, можно так сказать, да, регистрировать свою интеллектуальную собственность, то есть результат своей интеллектуальной деятельности, да, то есть его защитить, зарегистрировать и, соответственно, коммерциализировать и капитализировать, можно так сказать. Ага. А что такое региональный бренд и в чем секрет построения успешного бренда? Региональные бренды – это очень недавно у нас появилось с изменением в Гражданский кодекс Российской Федерации и с появлением нового объекта результата интеллектуальной деятельности географические указания. Вообще вот объекты географические указания, наименование места происхождения товара, товарные знаки – это все объекты средств индивидуализации, которые именуются у нас региональными брендами. Правообладателями вот этих исключительных прав на эти объекты являются предприниматели, товаропроизводители, мастера, да, то есть которые умеют производить и по традиционным технологиям делают товары, да, то есть из регионов. Скажите, а фестиваль «Зима» начинается с Якутии. Успешный бренд? Естественно. «Зима» начинается с Якутии. Это очень успешный бренд, я считаю, потому что сейчас уже на уровне федерального проекта идет, да, то есть она уже настолько раскручена, что едут уже из Москвы, из-за границы, да, то есть ближайших, чтобы ощутить, что действительно Якутия является вот той самой атмосферой, прочувствовать, что зима началась, да, и вот как раз «Зима» начинается с Якутии, он зарегистрирован как знак обслуживания, как товарный знак, заявителем является Сахабулт, и очень прекрасно, что он стал региональным брендом. А какие еще самые успешные и удачные региональные бренды вы можете привести в пример? Вообще, если сказать как объект географического указания и наименования места происхождения товара, вот кто не знает вологодское масло, хохлома, гжель, да, то есть вот это вот Жостово, оренбургский пуховый платок, да, то есть они все, Абрау-Дюрсо, да, то есть все они являются региональными брендами своих территорий, регионов, да, и прославляют соответствующие субъекты Российской Федерации, да, то есть непосредственно как результат интеллектуальной деятельности они имеют государственную регистрацию, и каждый потребитель, покупая, допустим, оренбургский пуховый платок или покупая вологодское масло, он может посмотреть государственный реестр, и действительно он покупает не контрафактный товар, а из региона, из местного товаропроизводителя ли он покупает, да, то есть, и, соответственно, у нас в Республике Саха-Якутия это направление тоже развивается благодаря деятельности Ассоциации предпринимателей в Якутии, регионального отделения деловой России, да, то есть предприниматели сами начинают это понимать, регистрировать и, соответственно, коллаборироваться вокруг региональных брендов. Екатерина Николаевна, а каков, на ваш взгляд, потенциал у Якутии в создании и развитии собственных брендов? Потенциал высокий. На самом-то деле вот как раз региональные бренды сейчас подхватили национальные республики, да, вот Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Карелия и так далее, да, то есть вот эти вот все регионы, которым есть что
сохранять, как говорится, да, для будущих поколений, есть что выводить на рынок, да, то есть и делать туристическим брендом, то есть узнаваемым брендом для посещения тех или иных регионов. С изменением геополитической ситуации, конечно, мы не выездной туризм сейчас развиваем, а внутренний, да, то есть мы ходим друг к другу в гости и узнаем много общего. То есть Якутия могла бы привлекать строганиной, допустим, якутской лошадью, якутской коровой, нашим чороном, хамусом, якутские бриллианты. Это тоже неплохие региональные бренды, которые могли бы привлекать весь мир, можно так сказать. А насколько сейчас региональные бренды защищены законодательно? Объектами, как я уже ранее сказала, региональных брендов являются наименование места происхождения товара, это первый объект, второе — географические указания и товарные знаки. Якутия достаточно быстро развивается сейчас по направлению товарных знаков, географические указания тоже поданы в Роспатенте, и наименование места происхождения товара тоже сейчас на стадии разработки. То есть на самом-то деле при регистрации вот региональных брендов потенциал Якутии очень высокий, подаются все эти заявки в Роспатент, единственный федеральный орган, который регистрирует вот эти все объекты. Вы здесь активно встречаетесь с местными товаропроизводителями. О чем спрашивают чаще всего и какие советы вы им даете? Да, действительно, очень болеем за свою республику. Товаропроизводители не сидят на месте. Ассоциация создана у нас на территории Республики Саха-Якутия, сделана в Якутии. Нынче, благодаря профильному министерству, который является оператором развития интеллектуальной собственности в Республике Саха-Якутия, Министерство предпринимательства, торговли и развития туризма, непосредственно по содействию Тимура Юрьевича Ханды, ассоциация «Сделана в Якутии» зарегистрировала свой товарный знак «Сделано в Якутии», который будет знаком качества для товаропроизводителей. Да? То есть сейчас вот в условиях санкций, в условиях, когда некоторые страны отказываются в дальнейшей работе, да, предпринимателям очень тяжело. Поэтому мы, соответственно, создавая, да, свой продукт и получая на него исключительные права, тем самым увеличивая технологический суверенитет, так называемый, да, России, потому что вот из-за этих всех ситуаций мы видим, что везде и всюду нам санкции. Да, то есть везде и всюду наши направления перекрыты, да, как предприниматели, как выходить на экспорт и так далее в этом направлении, если посмотреть. Да, поэтому мы должны переориентировать свою деятельность в сторону дружественных стран, активно с ними заключать договора, и все наши товары и услуги должны выходить на экспорт защищенными. То есть все, вот как раз ключевым моментом тут являются и региональные бренды, да, потому что с следующего года, с 2023 года Россия вступает в Лиссабонское соглашение, ратифицировала Женевский акт, это который дает нам право признавать наши региональные бренды на мировом уровне. То есть мы можем регистрировать международные региональные бренды. Угу. А с какими проблемами сталкиваются региональные бренды? Есть ли примеры, вот, когда недобросовестные подделки существуют? Конечно, у нас как бы радость или добро, мы соседствуем с нашим великим, могучим китайским народом, да, то есть, соответственно, не только вот соседи, не только внутри региона, внутри России, да, то есть есть, конечно, недобросовестные предприниматели, которые могут взять и скопировать, да, то есть те или иные наработки, тот или иное обозначение самого товара, производителей. Поэтому для того, чтобы вот этого вот контрафакта не существовало, теневой экономики не существовало, да, то есть на сегодняшний момент правительством Российской Федерации и региональным правительством все нормативно-правовые акты у нас приняты, чтобы регистрировать, защищать и
распространять вот как раз региональные бренды. То есть результаты интеллектуальной деятельности — это не только региональные бренды, но еще у нас патентное право существует. Вот все технологии, все наработки, которые у нас существуют, да, способы, вещества, устройства можно зарегистрировать и получить на них исключительное право. А насколько сложно зарегистрировать тот или иной бренд? Не так уж много. Заявителем может стать каждый желающий, да, товаропроизводитель. Регистрируется это в Роспатенте, электронно можно подать, можно и в Москву слетать, чтобы подать документ. Но, конечно, для предпринимателя, для производителя товара это вникать в тонкости интеллектуальной собственности, да, трудновато получается, поэтому существуют вот эксперты по интеллектуальной собственности, патентные поверенные, которые как раз могут все это организовать, сделать и помочь выводить на рынок, получается, да, то есть посредством отчуждения, посредством оформления лицензионных соглашений, коммерческой концессии и так далее. То есть на самом-то деле это очень, на сегодняшний момент я хочу сказать, что все нормативно-правовые акты со стороны государства дают зеленый свет для предпринимателей, для товаропроизводителей, чтобы заниматься и приобретать исключительные права на свои результаты интеллектуальной деятельности. Мы не должны забывать, что не только материальные существуют активы, но и нематериальные активы существуют. То есть мы всегда говорим, что гордимся, что Якутия богата не только бриллиантами, а человеческим капиталом. А человеческий капитал как раз генерит все возможные результаты интеллектуальной деятельности. Вот самая популярная обувь в Якутии — это унты. Могут ли и вообще зарегистрирован ли он как вот товарный знак? Унты сейчас, да, унты как оригинальный бренд — это очень даже хороший товар. Заявителем является сейчас как наименование места происхождения товара или вот сейчас географическое указание, да, является Сахабулт. Да, то есть они крепко за это взялись и начинают как раз вот превращать якутские унты в региональный бренд. И думаю, что в скором времени мы исключительные права на него получим. Екатерина Николаевна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. О региональных брендах мы поговорили с Екатериной Романовой, патентным поверенным Российской Федерации, директором Национального института интеллектуальной собственности и цифровой экономики. Оставайтесь на нашем телеканале.